Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Амма ба'д. Обращаюсь ко всем братьям из Кавказа, Татарстана, Башкортостана, к их отцам, матерям, родственникам, ко всем мусульманам, которые сегодня оказались в рядах вооруженных сил Российской Федерации и находятся рядом с украинской границей. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ба'д а'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Инна хадихи умматукум умматан вахида, ва ана раббукум фа'будун». Воистину, это ваша религия, религия единая, и я ваш Господь, поклоняйтесь же мне. Наш любимый посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Куллюль муслими аляль муслими харам, дамуху ва ардуху ва малю». Для каждого мусульманина запретными являются жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Хадис приводит Аль-Бухари и Муслим. От Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Яджи'уль мактулю билкатили йоум аль-кияма, насиятуху ва расуху биядихи, ва аудаджуху ташхабу даман, якулю я раб, хада каталани хатта ядни мин аль-арш». В день воскресения убитый человек явится вместе со своим убийцей, держа в своей руке голову, из яремных вен которой будет струить кровь и которая будет повторять: «О Господь, он убил меня», и так до тех пор, пока не приведет убийцу прямо к аршу. Хадис приводит Ат-Тирмизи, и он достоверный. Сейчас мы находимся в запретном месяце, Раджаб, в который в принципе запрещается пролитие крови и войны. Затем грядут Шаабан и Рамадан. А там и не за горами, гляди, придет и месяц Зуль-Хиджа, в который наша умма совершает хадж к первому дому Аллаха на земле, Каабе. А ведь каждый из нас хотел бы увидеть ее и прикоснуться к ней, и обратиться к Аллаху с мольбой возле нее. А знали ли вы о том, братья, что кровь любого мусульманина более неприкосновенная пред Всевышним Аллахом, нежели святость Каабы? Как поведал однажды об этом Абдуллах ибн Омар, да будет доволен ими обоими Аллах. «Раайту Расуля Аллах, саллаллаху салям, ятуфу биль Кааба, ва якуль, ма атьябуки, ва ма атьябу рихики». И так далее по тексту хадиса. Я видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха, совершая обход таваф вокруг Каабы, говорил: «Как прекрасна ты и как прекрасен твой запах! О, как величественно ты и как велика твоя святость! Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, что неприкосновенность верующего более велика пред Аллахом, чем святость твоя. Неприкосновенно его имущество и кровь, и мы должны думать о нем, то есть о собратье-мусульманине, лишь благое». Хадис приводит Ибн Маджа, и он достоверный. Кто знает, дорогие братья, сколько зданий, домов может быть уничтожено, сколько невинных душ может быть погублено, чьи сыновья будут убиты, чьи матери и отцы будут оплакивать детей в этой братоубийственной войне. А все из-за чьих-то геополитических амбиций, по причине нажатия одной кнопки, сидя в тепле и руководя той или иной военной техникой. Но мы с вами, верующие мусульмане, должны отдавать себе отчет в том, что уничтожение всей земли и всего, что есть на ней, не так страшно перед Всевышним Аллахом, нежели убийство одного верующего. И более того, всякий, кто будет участвовать в этом, прямо или косвенно, так или иначе, прокладывать себе верный путь в ад. По этому поводу наш любимый посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал так: «Ля завалю дуня ахвану аля Аллах мин катли му'минин бигайри хак». И так далее по тексту хадиса. Крах этой бренной жизни дуни имеет меньшее значение пред Аллахом, нежели убийство верующего не по праву. И если все жители его небес и земли примут участие в пролитии крови верующего, то он, то есть Аллах, ввергнет их в ад. Хадис приводится в Сахих ат-Таргиб, и он достоверный.
А ведь в Украине сегодня проживает около 2 миллионов мусульман, дорогие братья. В каждом областном центре, городе Украины, пусть не во всех селах, но во многих есть исламские центры, молельные дома, помещения, где поминают имя Аллаха премного. Я сейчас нахожусь в городе Киеве, возле Минбара, одной из наших мечетей. Здесь, в Украине, мы беспрепятственно можем призывать к вере в единственного Бога, объяснять людям ценности ислама, открывать свои исламские школы и дошкольные учебные заведения. Здесь много людей разных национальностей по доброй воле принимают ислам. Поэтому, дорогие братья, если вы по какой-то причине оказались в войсках РФ на границе с Украиной, то еще не поздно найти какую-то другую причину, чтобы вернуться домой. Ведь ваша дорога в Украину сегодня при таких обстоятельствах – это верная дорога либо к убийству, либо к смерти. Да упасет нас Аллах от этой участи. Иного не дано ни вам, ни нам. Ведь если вы примете участие во вторжении в Украину, то будете прямо или косвенно убивать мусульман. Вы можете столкнуться с мусульманами здесь, которые будут защищать свои жизни, имущество, семьи, честь. И если умрут, то умрут они шахидами, иншаллах. А кем умрете вы? Пусть Всевышний Аллах примет наши слова и действия в соответствии с нашими намерениями. А ведь мы никак не сможем обмануть Аллаха в тот день, когда предстанем перед Ним. Пусть Всевышний Аллах хранит нашу умму. Аминь.